Всем привет, меня зовут Алишер, я занимаюсь брейкдансом, и сегодня мы с вами будем смотреть различные сцены из фильмов, обсуждать элементы и пытаться их повторить. Переходим к первому фильму, к первой сцене. Я думаю, этот фильм все знают, «Уличные танцы 2». В данном случае танцор выполняет элемент, который пришел к нам из спортивной гимнастики. В оригинале он называется «Круги де ла Сала». Бибои же его назвали «Fly». Элемент достаточно сложный и требует высокий уровень физической подготовки. Вся сложность в том, что вам одновременно нужно махать ногами и одновременно перебирать руками. На кадрах мы это можем видеть. То есть танцор держит позицию сзади в виде горизонта, вымахивает нижней ногой, затем делает замах под себя второй ногой и приходит в позицию спереди, при этом поменяв руку. Элемент выглядит достаточно динамично и красиво. Сейчас бибои умеют делать различные вариации этого элемента. Есть элементы со скрещенными ногами, со сведенными ногами и так далее. Давайте повторим это движение. Переходим к сцене номер 2. Здесь у нас сцена из фильма «Шаг вперед 3», в которой происходит просто полный хаос. Все крутятся на руках, на голове. В данном случае этот элемент мы уже разбирали. Нас интересует элемент номер 2. Данный элемент называется windmill или же по-русскому гелик. Здесь есть особенность в том, что вам необходимо не отрывать голову от пола. То есть ваш лоб и ваш затылок все время должны касаться пола. Данный танцор выполняет элемент достаточно технично, динамично и с высокой скоростью. Давайте повторим. 1, 2, 3, 4. Переходим к сцене номер 3. В данной сцене танцора сначала выводит на танцпол путем того, что он прокатывается на голове, затем он делает элемент под названием swipes и, конечно же, выходит в наш любимый fly. После чего переходит на baby freeze, делает комбо ногами, встает на голову, конечно же, любимый флажок, опускается обратно и выполняет элемент под названием fly. Комбо достаточно сложное, требует большого контроля, но это не мешает нам повторить. Переходим к сцене номер 4. В данной сцене вы можете видеть элемент под названием бочка, в оригинале манчмил. Элемент выглядит достаточно красиво и имеет особую технику выполнения. Данный элемент выполняется путем того, что вы скрещиваете ноги, делаете толчок вверх и одновременно рывок руками. Выглядит достаточно динамично, но чтобы его научиться, потребуется достаточно большое количество времени. К сожалению, этот элемент оставляет шрамы на ваших плечах в процессе обучения, но красота требует жертв. Давайте повторим. Переходим к финальной сцене. Это сцена из фильма «Короли танцпола». В данной сцене танцор выполняет элемент под названием трек через плечо. Чтобы сделать это движение, вам нужно прочертить небольшую дугу окружности на вашем виске, опереться на плечо и в крайний момент дать толчок. При этом руку вы можете держать либо в таком положении, либо же выпрямить. В идеале прочертить дугу в 180 градусов, но здесь мы видим, что танцор делает дугу гораздо меньше, для того, чтобы элемент был более скоростной. Давайте повторим. Всем спасибо за просмотр, танцуйте, развивайтесь, удержат панезер.